ребята, презентуйте ваш проект на ярмарка проектов Республики Ингушетия. Этнографический проект «Возвращение к истокам». Идею по развитию внутреннего туризма в Ингушетии Хава Китиева вынашивала не один месяц. И в этом году решила представить свое детище на форуме «Машук». Основная цель проекта – это формирование условий для развития этнографического туризма посредством создания туристско-кемпинговой зоны у подножия родовых башен Гадаборж. Идея на подачу такого проекта у меня возникла при общении с моими друзьями, с моими коллегами. То есть давно хотели увидеть в горах что-то красивое, то есть обустроенный красивый маршрут в этнографическом стиле, чтобы турист пришел, или даже наши жители республики, они приехали в горы, когда они приезжают, везде стандартные маршруты. А именно этот проект будет направлен на то, чтобы сформировать условия для отдыха туристов в горах с красиво обставленной территорией. Непосредственно будут и туристские знаки навигации. С учетом расположения и удобства подъезда башенных комплексов Гадаборж, автор проекта рассчитывает охватить не менее 20% посетителей Джеравского района из числа туристов и местных жителей. Рядом с башнями будет возможность разбить палаточный лагерь и проводить сходы тейпов с участием старейшин. Эсет Барахоева уже в третий раз на Машуке. Правда, из-за пандемии все не так масштабно, как раньше, признается девушка. Но это не мешает продвигать социально значимые идеи в массы. Мой проект называется «Таники Лозер», который направлен на соцадаптацию детей-сирот и детей с ограниченными возможностями реабилитационного центра, который находится в сельском поселении Троицке, посредством творческой деятельности. Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. В этом году все участники четвертой смены только из регионов СКФО. Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Поддержать наших участников приехала заместитель председателя правительства Ингушетии Мария Мамриева. Вместе со всеми она ознакомилась с проектами других участников, а затем заглянула в ингушскую палатку. Проект он формирует у ребят, у молодежи чувство гордости за историю свою, формирует ответственное отношение к истории, к памятникам. И мне нравится, что молодые люди интересуются и такие проекты придумывают, которые имеют практический смысл. Я желаю им успеха, я очень рада. Торжественное открытие четвертой офлайн-смены Машука «Лидеры развития» состоялось ближе к вечеру. Гости обратились к участникам со словами поддержки и пожеланиями дерзать, продолжать в том же духе, разрабатывая интересные и инновационные проекты. Мы с удовольствием говорим, что, ребята, у вас есть возможность приехать сюда, реализовать свои самые смелые идеи, свои амбиции. Но не это самое главное. Самое главное, что вы общаетесь, что вы знакомитесь. И я желаю вам обрести широкий круг друзей и эту дружбу пронести долгие-долгие годы. Успеха вам, удачи, счастья, мира и благополучия. Конечно, здоровья. Спасибо благодатной Ставропольской земле. К молодежи обратился и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Машук – это попытка достичь того, чего невозможно в простой жизни. Просто жить в палатке, просто ходить на учебу, просто доказывать свою значимость, необходимость. И при этом все в очень энергичном, искрящем энергии молодежном социуме. Я вам всем желаю друг от друга заразиться энергией на всю жизнь. Участники смены – студенческие активисты, руководители проектов, журналисты и блогеры. За прошлые годы эти ребята научились выстраивать маркетинговую стратегию продвижения своих проектов, презентовать и продвигать их, вести онлайн и офлайн коммуникации, развивать в себе лидерские качества. Машук – это единство, а на нашем языке оно звучит так. Машук это! Слава! Машук это! Слава! Впереди 5 дней проектных, игровых и презентационных сессий, образовательные площадки, усердная работа в команде и яркая вечерняя программа. Участников 4-й онлайн-смены «Лидеры развития» 11-го Северокавказского молодежного форума «Машук» ждет обучение по таким трекам, как цифровой бизнес, цифровой университет, цифровая среда и другие.
Участники из форума из нашей республики также не упустят шанс узнать для себя что-то новое и применить эти знания для разработки будущих проектов. Михаил Тангиев, Магомед Даскиев, Новости 24.